Живая дискуссия. Именно так можно обозначить состоявшуюся встречу в АГУ главы столичной администрации Отгура Харази со студентами вуза. Присутствующих на встрече студентов интересовала работа Отгура Харази в администрации, а также события, воспоминания об Отечественной войне народа Абхазии, о том, как шли к победе, освобождая столицу 27 сентября 24 года назад. Рядом погибали люди, но все равно вот эта вера никогда не пропадала. И, конечно же, все ждали вот этого дня. Сколько неудачных наступлений. Ну, представьте себе, вот Гумиста, да, она и летом холодная, а зимой это январская операция, это мартовская операция. А в тот год снег еще в марте лежал. Понимаете, и вот лютый холод, и люди рвались в бой. Его описать невозможно. Вот этот День Победы, когда люди воочию увидели то, к чему они шли десятки лет. Вспоминая о войне, Отгур Харази рассказал один случай, произошедший еще до войны, свидетельствующий о том, как нам помогали простые люди в России, которые понимали, что абхазский народ находится на грани исчезновения. Расскажу такой случай. Звонит мне мощный Хвальский, вы о нем, наверное, слышали, да, многие. У нас был условный сигнал. Он позвонил, по сигналу означало, что я его думал, поезд приезжает там в Адлер, в такое-то время надо встретить. И я, еще двое ребят, поехали, у меня был тогда «Жигуленок», поехали его встречать. Он привез 10 мешков оружия, в каждом лежало 10 винтовок, 1 пулемет Дегтярева. И, конечно, это тяжелый груз, и тащим, там будка стоит на вокзале, на железнодорожном вокзале в Адлере. И мы кладем все это возле будки, одним разом же не вытащишь. Положили, пошли, второй рейс, потом третий рейс. Подходит сержант, оказывается, это милицейская будка. Подходит сержант, а один мешок раскрылся и ствол торчит. Он говорит, что это? А мужчина говорит, оружие, говорит. А ну занесите, говорит, в будку. Занесли в будку. Ну, мы ему говорим, вот так мы в состоянии войны, вы понимаете, там это... Нет, говорит, я ничего не знаю, вызывает начальника милиции, железнодорожной милиции Адлерской. Вот все-таки мы, абхазцы, не дорабатываем, вот до сих пор мы не нашли, не поблагодарили этого человека. Начальник милиции выслушал нас и сказал, езжайте. Этот сержант начал орать, я вас посажу, я на вас рапорт напишу. Он говорит, пиши. Пиши, говорит, это маленький народ, пусть это на моей совести будет, езжайте. Вот так нас отпустил, и мы приехали с этим оружием. На встрече присутствовали будущие юристы, педагоги, экономисты. Желающих задать вопрос о деятельности столичной администрации оказалось немало. Многих интересовало, какие работы сейчас ведут власти города, о том, может ли администрация напрямую взаимодействовать с университетом по различным вопросам. Нам надо сотрудничать во всех областях, которые касаются жизни вообще населения. Вот вы, наверное, слышали, в прошлом году в первой школе 3 детей чуть не умерли от передозировки наркотиков. Вот один вопрос, где мы могли бы очень тесно сотрудничать. Ведь и многие из вас вступают в семьи, будучи студентами. Во всяком случае, вы те люди, которые несут передовые знания. Вы можете подсказать нам, как быть с этим. Встреча продлилась более 2 часов. Руководство университета заверило, что подобного рода мероприятия будут проводиться и впредь. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.